Руслан, смотри, какой милый. Не хочешь себе взять тут вот, а то у меня уже есть. Милый, конечно, да. Но, честно говоря, нет ни времени, да и ни желания заводить собаку. Потому что собака – это же прежде всего ответственность, да. Надо ее воспитывать, надо за ней ухаживать. А когда все это делать при нашей собачьей работе? Что же с ним делать? Он же уже родился. Да родился. Раз не утопили, значит, будет жить. Слушай, ты не переживай за породистого щенка. Все с ним будет нормально, пристроят в добрые руки. А вот что делать со целыми стаями беспородных дворняк, которые рыскают по окраинам там Уфы, вот это вопрос, на самом деле. Ну, Руслан, для них же вот закон написали сейчас, в котором все красиво написано о том, что поймать, холить или лелеять. Только вот возможно ли вообще исполнить этот закон? Слушай, на бумаге вообще можно все что угодно красиво написать. На самом деле даже пока непонятно, что делать вот, допустим, с владельцем какого-то ротвейлера, да, который выводит его во двор без поводка, без намордника и на все замечания соседей реагирует только матом. Вот что с такими делать? Ну вот именно, что животные-то не виноваты. Это мы вот Животные люди не виноваты, можем животные не между собой виноваты. договориться. Ответственность за животных всегда несет только человек. Слушай, мы давно собирались поговорить на эту очень острую тему, и наконец-то у нас до этого руки дошли. Давай сегодня поговорим об этом. Давай. Ну а что же с ним делать? Хороший. Мы сами в ответе за тех, кого приучили. Деньги очень огромные. Деньги уходят куда? Были выделены деньги, просто на убийство. Истинно дикие собаки, они, в принципе, стараются с человеком вообще не контактировать. Им выгодно убивать, потому что деньги они за это получают. А размножение-то еще никто не остановил. Это корень всех бед. В Уфе нет ни одного приюта. Нет. В Уфе нет. У меня просто нет таких денег. Там за 100 рублей можно зачипировать и кота, и собаку. Только ленивый не говорил выбросить эту дворнягу к чертовой там бабушке. Ответственность за животных всегда несет только человек. Бездомные собаки и кошки одновременно вызывают противоречивые чувства: и жалость, и страх. Мы сострадаем им, ведь исторически эти животные – компаньоны человека, и у них должен быть дом. И боимся, когда видим сбившиеся в стае крупных собак. Опыт показывает, они могут напасть и на вас, и на вашего ребенка. Управление ветеринарии Башкортостана регистрирует в год до 12 тысяч обращений граждан с различными укусами. Честно говоря, не всегда это безнадзорные животные. Ведь определенные породы собак – это настоящее оружие и источник повышенной опасности для окружающих. Есть десятки примеров немотивированной агрессии против людей, в том числе и с серьезным ущербом для здоровья. Давайте посмотрим сюжет и обсудим. Демский район Уфы. На этих кадрах типичный случай поведения безнадзорных собак в городе. Животное без привязи заинтересовалось детским движением, ринулось в сторону ребенка, возможно, поиграть. За ним со стайным чувством устремились другие псы. Нам выходить очень страшно. Я хожу, говорю, с трубой от самоката. Кто-то пишет, мы носим палку. Многие обходят их стороной, спускаются по другим сторонам. Такая картина ни одному родителю, конечно, не покажется безопасной. Вот еще одна подобная съемка уже из Сипайлова. Редко какие собаки будут обитать именно одни. Многие собаки сбиваются именно под руководством альфа-самки или альфа, то есть руководителя. И ведут стайный образ жизни. Собаки вообще, в принципе, стаи. Звонки в коммунальную службу города явно не помогают избавиться от проблемы. Многолетний подрядчик по отлову животных, спецавтохозяйство Уфы, к которому было много претензий у зоозащитников, в этом году не выиграла тендер. 29 мая подрядной организации заключен договор с хозяйственным управлением муниципального района Уфимский район на отлов и содержание животных, где всем животным проводится вакцинация, стерилизация, и после чего они уже отпускаются в места уже обитания. Новым подрядчикам кажется нелегко. Их приют в деревне Карамасан Уфимского района тоже подвергся жесткой критике зооволонтеров. По букве федерального закона об ответственном обращении с животными отловленных собак должны стерилизовать, вакцинировать и возвращать обратно, откуда их забрали. Коротко, программа называется ОСВВ. Зоозащитники сомневаются, что подрядчики выполняют все пункты, поэтому стараются проводить ее самостоятельно. Несколько месяцев подряд Татьяна вместе с Ильгизом приезжает на одну из стройплощадок Уфы и отлавливают собак. И сейчас самое главное, мама-собака, которая очень часто рожает, все жильцы недовольны, мы ее не можем поймать. Нам нужно ее обязательно поймать, стерилизовать, поставить прививку. Когда швы заживут, мы ее выпускаем в естественную среду обитания. Она охраняет здесь стройку.
Ольга Быкова своим приютом спасает ситуацию с безнадзорными животными в Иглинском районе. Есть желание оформить приют официально, но не хватает юридических знаний. Я же постоянно только на сборах. Ну, люди вот помогают, волонтеры помогают. Открыть благотворительный фонд, даже приют, юристы просят 30 тысяч, а у меня просто нет таких денег. Я написала письмо нашему президенту, попросила, чтобы мне в Иглинском районе выделили землю и начали мне хоть как-то помогать. Я ведь тоже помогаю, получается, государству, городу, да, вот хотя бы даже тому же Иглинскому району, да, я собираю всех животных, там, инвалидов, кутя, там, все. Но я могла бы делать больше, если бы у меня была поддержка от государства. Пока строительство государственного приюта для животных под рассмотрением, в районах и городах республики спасают ситуацию с безнадзорными собаками и кошками просто неравнодушные люди. Вот пример из Стерлитамака. В приюте пенсионерки 85 собак. Отпускать их обратно на улицу женщина отказывается. Для новых нет места. Сколько на улицах городов, сел Башкортостана проживает сегодня собак и кошек, не скажет никто. Управление ветеринарии говорит о 150 тысячах безнадзорных животных. Около 30 тысяч из них в Уфе. Ежегодно муниципалитеты республики почти треть бродячих животных отлавливали. Куда они деваются – большой вопрос, потому что только в 2020 году в России появился закон, обязывающий содержать отловленное животное. Для остальных власти муниципалитета обязаны организовать приюты и пожизненно там содержать животных без хозяев. Насколько вообще возможно реализовать этот закон и кто готов стать новым хозяином безнадзорного пса? Если ответственность за поведение собаки несет прежде всего ее владелец, то кому жаловаться на токсичных собачников? Надо ли сделать обязательно госрегистрацию домашних псов, хотя бы определенных пород, и назначить курс для их воспитания? Эти и многие другие вопросы вместе с Алсу Сликаевой мы обсуждаем сегодня в студии, честно говоря, с нашими гостями. Итак, представлю их. Руфина Шагапова, депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, возглавляет региональное отделение партии «Зеленых» в республике. Альбина Вакилова, зоозащитник, эксперт Общественной палаты по республике. Ансар Шарипов, хорошо известный всем ветеринар, работает в том числе и с бездомными животными. Альфред Аглединов, известный башкирский журналист, возглавляет уфимский филиал российской газеты в республике Башкортостан. Здравствуйте, уважаемые гости. Давайте начнем с главного. Да? Что все-таки входит в понятие «ответственное отношение к содержанию животных»? Давайте с главного начнем. Руфина, как вы считаете? Ну, в моем понимании, именно ответственность каждого гражданина за животное, которое он заводит, перед братьями, ответственность перед братьями нашими меньшими. И что сегодня мы получаем? За год до вступления в силу закона об ответственном, вернее, до принятия закона об ответственном обращении с животными ужесточается. Мы говорим о федеральном законе? О федеральном законе. Это все федеральная тема, поэтому не все от нас тут зависит. За год до этого ужесточается Уголовный кодекс, до 5 лет можно лишиться свободы за жестокое обращение с животными. После этого принимается закон об ответственном обращении с животными, где очень много интересных для гуманизации общества прописано статьи, но тем не менее закон на сегодняшний день очень сложен, очень нереалистичный, и самое главное, там нет ответственности. Почему? Потому что нет идентификации животных. Давайте мы об этом еще поговорим. Как вы считаете? В первую очередь, я считаю, что именно как раз-таки ответственность граждан должна сводиться к тому, что они своих животных должны, во-первых, не выбрасывать на улицу, а во-вторых, не выбрасывать на улицу приплод от своих животных. То есть стерилизовать животных вовремя, потому что это корень всех бед. То есть если они своих животных стерилизуют, соответственно, не будут пополняться уличные стаи. Есть животные домашние, у которых есть конкретный владелец, который за него несет ответственность. Есть животные, ну, собаки, да, в основном, безнадзорные, которые могут представлять определенную опасность для окружающих. И представляют. И представляют. Но некоторые домашние животные тоже представляют опасность для окружающих. Но там ответственность несет все-таки вот, хозяин. Мы должны эти понятия разделять, или это, они как-то между собой совпадают, Ансар?
Честно говоря, ответственное отношение к животному, это значит, ты как хозяин свое животное должен кастрировать, вакцинировать, то есть обезвредить биологическая бомба. В случае, если тебя не станет на этом свете, животное, которое попадет в окружающую среду, не будет опасным для окружающих, так как после кастрации животные не агрессивны и не размножаются. И без хозяина животное в неволе, оно не живет более 3 лет в окружающей Я среде. прошу прощения, я правильно вас понял? Мы правильно вас поняли, что вы считаете, что каждый владелец домашнего животного должен его кастрировать? Каждый владелец животного должен его кастрировать и А вакцинировать. как же это животное будет размножаться? Размножением должны заниматься только те люди, которые занимаются племенным хозяйством, то есть заводчики. То есть размножение должно быть подконтрольно государству. Альфред, скажите, пожалуйста, вот что вы понимаете под ответственным отношением к содержанию животных? Ну, я думаю, вообще это такая большая комплексная проблема, которая, ну, наверное, заключается и в воспитании самого человека, который берет щенка и делает из него, там, собирается воспитать дрессированную собаку с последующим, там, я не знаю, там, как он будет думать о том, будет пристраивать щенков. От породы зависит? Да. Я думаю, что от породы особо не зависит, на самом деле. Вот. Другое дело, что когда сталкиваешься с людьми, которые заводят собак, понимаешь, что для него собака, его личная собака, она гораздо важнее, чем окружающее сообщество. Я считаю, что единственная здесь мера – это ужесточение наказания. Для владельцев? Для владельцев, безусловно. Для владельцев таких собак и для подобных владельцев. Спасибо, мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Чтобы исполнить закон об ответственном отношении к животным, в Башкортостане нужно построить не 1 десяток приютов для собак и кошек. Так, например, в Уфе план-проект уже создан. Его стоимость 130 миллионов рублей и рассчитан он на содержание всего 200 кошек и 500 собак. Вопрос, куда деть остальные 25-30 тысяч животных? О сегодняшней жизни братьев наших меньших на улицах городов давайте посмотрим сюжет. 10 километров от Бирска. За этими воротами место, куда компания ООО «Рекс» свозит безнадзорных собак из 7 районов республики. Журналистов здесь встречают со своей видеофиксацией. Да. То есть вы не принимали сторону зоозащиты, там, вы абсолютно объективно подойдете к этому вопросу, я правильно понимаю? Настороженность и даже некоторая агрессия к гостям директора хозяйства Муратби Рубжанова неспроста. За последние 3 месяца его посетили всевозможные надзорные органы. А поводом послужили вот эти кадры, снятые волонтерами в мае в его пункте временного содержания. Повсюду мусор, грязь, антисанитарные условия в ветеринарном кабинете и свежие трупы собак. Вот этот пес умер вчера, да. А вот эти Все и валяются, тряпочкой 4 прикрыли. собаки уже лежат 3 суток. Муратби уверяет, у него все по букве закона. Вот просит предъявить документы на импровизированном ресепшене. Но сам какие-либо бумаги о своей деятельности показывать не считает нужным. Я вам объясняю, то, что согласно 498 федеральному закону, любой гражданин, который затребовал у нас какую-то документацию, должен иметь удостоверение установленного образца. У вас есть такое удостоверение? Какое? Допустим, какое удостоверение? Удостоверение установленного образца согласно 498 федерального закона. Покажите, установленный образец покажите. Мне это удостоверение не нужно. В пункте временного содержания у Муратби сегодня 66 взрослых собак и 20 щенков. По закону умерщвлять животных можно только в крайнем случае, при плохом состоянии. Муратби обязан каждую собаку простерилизовать, провакцинировать и отпустить обратно в среду обитания. Но государственных субвенций, говорит, на это недостаточно. То есть, по сути, вот те собаки, у которых не успевают швы зажить, да, а это 80% собак, они остаются здесь, как бы, ну, уже за мой счет. Я их кормлю за свой счет, я их содержу здесь за свой счет. Мне за это больше никто не платит. Сколько нужно? Я не знаю, сколько нужно. Я ж не бухгалтер. Нужно, ну, те люди, которые принимают эти законы, они, наверное, должны это посчитать как-то, правильно? Работает ПВС на основании республиканского постановления номер 135. В нем указаны все суммы по содержанию собак. Если их сложить, то в общем бюджету один отловленный пес обходится примерно в 5300 рублей за 15 суток пребывания. Да, не очень приятно, да. А недавно, что ли, Да нет, она, видимо, пока его зацепила, стала достать.
Зацепила и сразу не ложись. Отпусти, пусть успокоится. Все. Братби оправдывается. Условия не идеальные, но он старается. Это помещение на территории бывшей станции уничтожения биоотходов. Место, кажется, нарочно не придумаешь. Он взял в аренду у бирской администрации в апреле и уже потратил якобы немало средств на его восстановление. Мужчина говорит об убыточности, но бросать бизнес не собирается. По данным из открытых источников в интернете, общая сумма контрактов с муниципалитетами на отлов у него составляет около 25 миллионов рублей в год. Да, ну давайте вот перейдем к тем животным, которые перестали быть друзьями для человека, которые становятся безнадзорными, либо родились там уже, да, ну, в дикой природе. Что делать с ними, Альбина? Как сейчас ситуация с ними обстоит? С безнадзорными животными? Да. Ну, ситуация острая очень стоит. Какая самая сейчас острая проблема? Самая острая проблема как раз-таки заключается в том, что нет мест содержания, и исполнители муниципальных контрактов, они нарушают, в принципе, закон. Что имеется в виду под отловом и содержанием? Поймать и посадить в приюты, и чтобы они не причиняли какое-то неудобство уже жителям, чтобы не могли покусать, вред нанести и так далее, и так далее. На деле же это практически были выделены деньги, ну, просто на убийство. Содержать их негде, по факту. Этих денег не хватило бы в любом случае на содержание. И в итоге муниципалитеты просто как бы распределялись эти средства для того, чтобы... Почему же негде? Давайте, расскажите. нет, Вот, допустим... в идеале, как это должно все происходить, Альбин? В идеале? В идеале. Вот когда заказчик, допустим, администрация района или города, объявляет тендер, на тендер приходит исполнитель этого, будущий исполнитель муниципального контракта. Во-первых, уже с этого начинаются проблемы, потому что либо никто не приходит, либо потому что условия такие, что никто особо не хочет заниматься. До этого расценки были очень низкие. До 2014 года вот у нас в республике вот этот вопрос он никак не был решен. Эта проблема регулирования численности безнадзорных животных, она висела на муниципалитетах, и они как-то своими силами с этим справлялись. То есть, по простым языком говоря, отстреливали, так ведь на свои какие-то там средства выделялись. С 2014 года правительством Республики Башкортостан было принято решение и выделены бюджетные средства в размере каждый год по-разному от 63 до 65 миллионов рублей на отлов и содержание собак. Это деньги на всю республику? На всю республику. Сумма маленькая, но во всяком случае большой шаг был сделан для того, чтобы на эту проблему обратили власти внимание именно бюджетные деньги. 60 миллионов, Ансар, это много или мало? Это большие деньги. То есть каждый год государство выделяет деньги. Вот Ансар считает, что это большие деньги. Эти деньги очень огромные, да. На эти деньги, так считает. На эти деньги, допустим, мы профилактикой занимаемся бешенства. Деньги уходят куда? В городскую ветеринарную станцию, в районную ветеринарную станцию. Вакцинацией против бешенства занимаются ветеринарные специалисты. Мы выделяем огромные деньги на кастрацию бездомных животных. Деньги уходят куда? Не ветеринарная служба занимается, да? Спецавтохозяйство по уборке мусора. Как человек, который вывозит мусор из города, должен кастрировать собак и заниматься вакцинацией бездомных животных. Насколько я понимаю, на весь миллионный город Уфу считанные единицы оборудованных мест для выгула собак. Да, на миллионы проблемы серьезные. А мы говорим сейчас о приютах для бездомных животных. Да, и самое главное, у нас, вот если к этим требованиям, я еще раз говорю, нет идентификации там, не прописано. На мой взгляд, вот у Руслана мне вопрос понравился, в реальности, в идеале, что должно быть? Вот на мой взгляд, сейчас не просто 130 миллионов должно быть выделено, а гораздо больше, но не на содержание и на что-то, а вот сейчас на вакцинацию, на чипирование, на стерилизацию. Если мы сегодня серьезные деньги выделили бы, и сегодня бы вот этот вопрос, во-первых, прекратили бы размножение вот это бездумное, да, вот уличных собак, сегодня бы определились с больными животными, мы завтра уже получили бы другой результат. Ансар, почему вы против? Смотрите, даже те деньги, которые выделялись, 64 миллиона, их не осваивали целиком. Да. То есть возвращалось больше половины. А сейчас люди просят
больше в 3 раза, ну, где гарантии, что вы не будете эти деньги Ансар, возвращать, подождите, они осваивать? возвращались, потому что закон не могли исполнить. Потому что закон здесь не нужен. Нужно деньги давать ветеринарным специалистам, которые конкретно занимаются кастрацией и вакцинацией. Ну, вы не Причем правы. тут В любом люди, случае, которые вывозят мусор, курирует они не этот должны закон в заниматься Республике чужими Башкортостан, и жизнями, они они не должны распределением заниматься, понимаете? занимаются Вы идете к этих врачу денег. лечиться, а не в спецавтохозяйство, Но, когда вы болеете. Тогда обратитесь к Уважаемый главному ветеринару. Они сегодня являются главными, кто курирует этот закон. Руфина, И деньгами вот, они распоряжаются, ветеринары. как обывателю, пожалуйста, вот кто из вас может мне объяснить, какой смысл содержать собаку неограниченное время в приюте? Для чего? Это только агрессивных собак. Нет, а зачем? Зачем? То есть вы имеете в виду, что проще ее Если уничтожить? мое мнение, я категорически тоже против, потому что эти собаки, они фактически... Во-первых, необходимо тратить как в тюрьме какие-то находятся средства, тоже. да, Они как на в их тюрьме, они содержание. мучаются. Они мучаются. На мой взгляд, это негуманно. Это вопрос самый сложный, я, пожалуй, так Это скажу. негуманно. Давайте попробуем Это на него самое ответить. сложное. Давайте. Ну, во-первых, таких собак, в принципе, их можно адаптировать, да, если они уж совсем не там дикие от рождения, скажем так, и никогда с человеком не пересекались. Их, в принципе, можно адаптировать. Их поведение с помощью кинолога, ну, это, конечно, тоже заоблачные мечты. Вот. Но такие собаки востребованы в том числе именно на охрану. Вот на охрану предприятий. Их тоже можно при желании пристроить, да. И потом, если, допустим, планомерно ввести вот эти все мероприятия по стерилизации, ведь поголовье все равно будет сокращаться. То есть, если будет сокращаться поголовье, эти агрессивно они не будут, скажем так, пополнять дальше ряды уже тех, Все которые... равно мы через несколько приюте. лет уже получим совершенно другой результат. Да, если но сегодня серьезно для этим этого будем нужно заниматься, именно работать. стерилизацией. Во-первых, должны стерилизовать исполнители муниципальных контрактов, которые занимаются отловом и содержанием, именно стерилизовать и потом только выпускать. Потому что на сегодняшний день есть прецеденты, когда они как бы по ОСВВ прошли, деньги на них получили, на стерилизацию в том числе, да, потом выпустили этих животных, а они на самом деле не Обязательства не стерилизованы. выполнены, да? А они не стерилизованы, Насколько контроля я- нет. Спасибо, мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Слушай, вот сколько уже разговариваем с ними, да, я не могу никак взять в толк, да, как можно говорить о реализации закона, если до сих пор нет ни одного приюта, ни одного. Но подразумевается, что построят в Уфе, допустим, приют на что-то там 500 собак. Уже какие-то там, я не знаю, замки на песке, да, нужно 5 лет ждать, наверное, 10 лет надо ждать, 15 лет надо ждать. Они О с чем? 2012 года хотят его построить. Слушай, я также не могу понять, зачем там даже самых злобных собак там держать неограниченное время там в этом приюте. Это что, тюрьма Но или СИЗО? Другое дело, Руслан, еще же надеются на то, что люди будут забирать собак оттуда из приюта. Слушай, мне очень интересно посмотреть на тех людей, которые действительно забирают из приюта каких-то злобных, агрессивных псов. Есть такие? Давай посмотрим. Ну, давай. Смотрите во второй части программы. Мы сами в ответе за тех, кого приучили. Ты берешь на себя ответственность за него, как за ребенка своего. Каждый владелец животного должен его кастрировать и вакцинировать. Граждане должны стерилизовать своих животных. В этой сфере бардак. Есть такие животные, которых проще, наверное, усыпить. Это мы бесконечно пополняем эту армию. В эфире БСТ программа «Честно говоря». И сегодня мы обсуждаем тему ответственного отношения к животным, как домашним, так и безнадзорным. Надежда на то, что всех отправят по приютам и будут хорошо содержать, как этого требует новый закон, несомненно, призрачная, да, Алсу? Да, Руслан, как и то, что жалость к бездомным, хвостатым пересилит, и все мы начнем разбирать из приютов этих самых животных и дарить им дом и свою дружбу. Тем более специалисты убеждают, что такое компаньонство сомнительно, и одичалые собаки почти не поддаются необходимой социализации. Попав в семью Рябчиковых 3 года назад, беспородная Трейси однозначно выиграла в судьбоносной собачьей лотерее. Ей тепло, сытно и весело с детьми. Правда, гены беспризорности в нескольких поколениях настолько сильно отпечатались на характере и поведении, что ни один кинолог не взялся за коррекцию. И главе семьи с 3 детьми Наире пришлось перекраивать свой быт. От нее действительно отказались в течение месяца 2 семьи. Нам объясняли, что она не играла с детьми, поэтому отказались. Но мы узнали скоро, почему от нее отказались. Почему? Потому что, во-первых, она совершенно была неприучаемая к туалету. Со временем я поняла, что это действительно глобальная проблема. Приходили домой, была разгружена туалетная бумага. Потом я увидела пару своей обуви, разгрызанной посреди зала. Ну, я тоже так думаю, так, спокойно, Наира. Ну, у меня же 3 детей, я же знаю, что такое стрессы.
В следующий раз это был диван. Просто в лохмотье разодранный диван к моему приходу. Ну, естественно, я переживала, что уж, да, говорить им. Только ленивый не говорил, выбросит эту дворнягу к чертовой там бабушке. Беспризорная собака для городской семьи и квартиры – это настоящая лотерея, считают уфимские заводчики. Есть такие животные, которых, ну, реально проще, наверное, усыпить, потому что они не подходят для содержания с людьми, не могут жить с людьми, они не привыкли, у них характер, там, они могут быть истеричные, кусачие, они могут, ну, поведение неадекватное. То есть такой собакой тяжело жить, а собака живет 10-15 лет. То есть это, ну, очень такое обременение, и не каждый с этим справится. Владельцы Иглинского приюта считают, что бытовые трудности возникают с каждой собакой, и к этому нужно быть готовым. Бывают такие случаи, когда звонят и говорят, нам ребенку надо, вот ребенку на подарок. Начинаешь объяснять, ребенок не будет следить за собакой, ребенок не будет ее выгуливать, ребенку нужна игрушка, он поиграет, все, это максимум. У меня вопрос сначала к Альпине. По новому закону собак убивать, эвтаназия собак и кошек запрещена, если они не больные. Вот мы их собираем, допустим, да, там, делаем необходимые прививки, стерилизацию. Что дальше с ними делать? Ведь понятное дело, что приютов для 150 тысяч животных бездомных невозможно построить. Ну, для этого есть программа СВВ. Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Выпуск на Выпуск в среду обитания, да. То есть, если животное не представляет опасности, то есть оно не является агрессивным, оно стерилизовано, оно не будет плодиться, да, оно привито от бешенства, вакцинировано, оно не представляет такой большой уж какой-то опасности, но оно облает в лучшем случае, да, но это уже, я не знаю, это уж, по-моему, ничего такого страшного в этом нет. Но кто-то, может быть, конечно, боится собак. Есть такие люди, Когда которые... понять, насколько собака агрессивна? То есть, какие действия собаки к этому могут привести? Вот, чтобы мы поняли, почему она агрессивна. Это, наверное, вопрос даже лучше к Ансару, да. Агрессия-убийца. То есть собака, которая не может себя обеспечить пропитанием, они сбиваются в стаи и нападают на бездомных животных, либо на домашних животных, либо на людей. Если ты убийца, ты агрессивный, значит, ты подлежишь отлову и карантинированию. Допустим, тебя можно использовать как в охране тех же колоний, да, или складских помещений. Каждое животное, которое побывало в ПВСе, кастрировалось, вакцинировалось, потом, прежде чем его отпустить на волю, оно должно иметь конкретного куратора. Куратор должен знать, когда закончится вакцина, действие вакцины, чтобы повторить ее через 3 года против того же бешенства. Альфред, вот вы как вот рассудите, что нужно делать с собаками, вот с таким количеством кошек? Ну, я могу сказать, что закон? Вот коллегам, участникам обсуждения, что мы очень много говорим теоретических вещей, прекрасно понимая, что практически они просто невозможно их реализовать. Почему? Я как-то разговаривал с одним главой администрации, и он мне говорит, это было не так давно, вы знаете, говорит, вот на меня жалобы пишут, что вот собаки бегают дикие, и мы ничего не делаем, не отлавливаем. Не принимаем никаких мер, да? Да, не принимаем мер. Они в это время кусают людей, да, и опять пишут жалобы даже главе республики. Я приглашаю там группу какое-то спецхозяйство, они их отлавливают, там утилизируют, я не знаю, что с ними делают. Меня опять пишут жалобы, что мы жестоко обращаемся. Что новый закон, он нереалистичен и неисполнимый. И он говорит, вы знаете, я говорю, и вот, вы же представитель муниципальной власти, что делать? Он говорит, я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. А можно уточняющий вопрос задать? А эти собаки, они именно чисто бездомные или они все-таки хозяйские? Бездомные собаки. Потому что очень распространенное в сельской местности, да, такое явление, что именно хозяева выпускают своих собак на улицу. Погулять. Да, погулять. И они сбиваются в стаи, там и собачьи свадьбы, и все прочее. И именно собаки владельческие, они более гораздо, скажем так, ведут себя по отношению к людям, да, и к другим животным. Они более уверенные в себе. Не то, что даже агрессивно, ну, получается агрессивно, да. Потому что они чувствуют, да, защиту, они более уверены в себе, потому что истинно дикие собаки, они, в принципе, стараются с человеком вообще не контактировать. Они обходят стороной человека, как правило. Ну вот, Ансар, да, скажите, вот, допустим, вот 10 условно добродушных псов, которых выпустили на свободу, они могут сбиться в стаю и представлять опасность.
При условии, что отсутствует кормовая база. А если они собачья свадьба, допустим, да, не стерильная? Нет, ну их выпускают уже кастрированных. Нет, тут То речь есть, идет не о опять-таки, выпущенных. 10 собак Выпущенных собак. выпускаются под контролем, под патронажем кураторов. У каждой собаки есть куратор. В Уфе у нас много Ансар, зоозащитных я прошу групп. прощения. Даже не для всех людей, которых выпускают из мест не столь отдаленных, хватает кураторов. Людей. А мы говорим о собаках. Поэтому я не могу, честно говоря, представить себе конкретного куратора, конкретному бездомному псу. Правда. Правда. Но они же существуют, эти кураторы. Их очень много. Откройте. Они получают за это деньги? Они получают за это деньги. Вот. Со сбора. Это уже более Они интересно. не получают за это деньги. Они зарабатывают. Но сборы это совсем Это другое. они получают же их тратят полностью на этих животных. Путем сбора И они сборы получают идут не деньги очень хорошо, с скажем так. общества. Спасибо. А как в идеале правильно сосуществовать с животными в городе? У каждого на это есть свое мнение. Давайте послушаем, что нам рассказали наши герои-эксперты. Главный недостаток, мы считаем, в том, что законодательство утверждает новые нормативы, нормы законов, по которым необходимо регулировать численность животных без владельцев, в плане того, что агрессивные животные должны постоянно содержаться, но при этом не приводя критерии, по которым должна определяться агрессивность животного. Все это дается на откуп регионам, и фактически каждый регион, как и в любом другом случае, будет подходить к этому своеобразно. В чем плюс вот того, что сейчас придумали вот это? Поймать собаку, привить, простерилизовать и выпустить. Конечно, нет. Была стая не стерилизованная, будет стая стерилизованная, но она также будет стая голодная, которая будет бегать по дворам, воровать кур там, или агрессировать на людей, там, особенно на пьяных людей. Голодная. Ведь собаки-то от того, что они стерилизованы, они сытые-то не стали. Помнить даже, когда мы были помладше, не было такого количества. Стерилизации не было. Почему не было такого количества животных? отстреливали? Во-первых. Во-вторых, если у меня, сука, извиняюсь, собака нагуляла, и я не могу пристроиться, я их топила. Это был мой личный грех. Сейчас люди говорят, это грех, я не сделаю. Я выкину. Альфред, скажи, пожалуйста, а вот как ты считаешь, все-таки приоритет и больше внимания нужно уделять ответственности за содержание домашних животных, тех же собак, да? Или все-таки заниматься больше безнадзорными животными? Ну, я считаю, конечно, за домашних животных. В первую очередь. Потому что отсюда появляются потом безнадзорные животные. Мы как раз говорим о ответственности. Я еще хотел поднять такой вопрос. Я вообще не очень понимаю, зачем большую собаку содержать в городской квартире. Я тоже в прошлом был владельцем собаки добермана Пинчер. Этой собаке очень тяжело там, в двух- или трехкомнатной квартире находиться. Она очень подвижная. Ей надо охранять большие территории. А зачем вы ее завели? Вот. Ну, потому что я был молодой и глупый. Руфина, скажите, пожалуйста, вот как вы, я так понял, что вы считаете, что этот закон, вновь принятый, он мало реализуемый, да? Чего ему не хватает? Сейчас даже многие регионы, в том числе и наши, мы обратились для того, чтобы дали еще год на то, чтобы этот закон пока не работал в том объеме, в котором он написан, да, потому что мы не готовы, у нас ни одного приюта нет. Ведь вот эти безнадзорные животные, они ниоткуда-то взялись, это мы бесконечно пополняем эту армию. Я вот честно думала, когда примут закон об ответственном обращении с животными, мы вот этот конфликт уладим. На самом деле конфликт стал еще глубже между зоозащитниками. Вы знаете, вот весь наш опыт и подсказывает, людьми, которые переживают весь наш за опыт себя, за подсказывает, своих детей. Руфина, да, что принятие закона в России совершенно не гарантирует решение какой-либо там проблемы. же я же глубже Я правильно вас понял, что в Уфе нет ни одного приюта? Нет. В Уфе нет. Причем они обещают из года в год, начиная с 2017 года, еще говорили, бывший мэр Елалов, он прям сроки даже и сумма. Но так ничего не сделано, да? Нет, ничего не сделано. Причем денег потрачено на всякие экспертизы, на всякие там согласования. Мне все-таки хочется немного поговорить о том, чтобы как зарегистрировать животное. То есть вы же об учете говорите, что в первую очередь нужно сейчас учитывать. Мы в добровольном порядке как это должно со службой выглядеть? ветеринарии вообще пропагандируем это. И, пожалуйста, эти услуги, они недорогие. Там за 100 рублей можно зачипировать и кота, и собаку. Есть специальные аппараты. Вы даже если переживаете за свое животное, можете зачипировать. И уже точно, когда его кто-то найдет, ведь любая ветеринарная служба может определить адрес этого питомца, привезти его и так далее, и так далее. Понятно. Давайте резюмируем наш сегодняшний разговор. Коротко. Все-таки понятно, что в этой сфере бардак. Вот, честно говоря, называя вещи своими. Бардак. Потому что реализовать закон, не имея ни одного приюта,
ни одного приюта в миллионном городе просто Поэтому невозможно. все регионы просили чуть-чуть действие закона опременить. Коротко. Все-таки есть свет в конце этого тоннеля? Вот есть у нас такая фраза традиционная. Ну, свет в конце туннеля не виден, он виден только в начале, вот, и пока не будет... И коридор решений не просматривается. Я абсолютно. Пока не будет заниматься этим реально государство, муниципалитеты, не будет создано правовое поле на региональном уровне, и контроль за его исполнением пока не будет. Да. Будет это делать милиция общественной безопасности, полиция или еще кто-то. В свое время, кстати, в Уфе принималась что-то такая тема, когда надо было там собак, намордники с поводками. Ну, все это как-то вот через неделю буквально это умерло все. Это, помню, еще было в 90-х годах. Поэтому тема есть, да, проблема есть, к ней надо возвращаться, ее надо решать. А каждый из нас что может сделать? Как Каждый из приложиться? нас, из двухногих, должен, во-первых, понять, когда ты заводишь четвероногого, да, что ты берешь на себя ответственность за него как за ребенка за своего. Если этого не будет, да, и будет наплевательское отношение к его потомству и так далее, то эта проблема будет порождать постоянно. Все зависит от человека, абсолютно. Ансар, пожалуйста. Честно говоря, что эту тему можно решить в течение 5 лет, если все деньги оставить ветеринарным врачам, ветеринарной службе. То есть она будет и вакцинировать, и кастрировать животных. Через 5 лет у нас не будет этой темы. Эта тема закроется. За регистрацию возьмете То животных? есть вы, Ансар, она идет автоматически. Я правильно понимаю, что вы считаете, что исполнением данной проблемы, решением данной проблемы занимается не та служба? Не та служба занимается, поэтому она вечная. Вечная. САК занимался этой службой вечно, получается, с Советского Союза. Поэтому им выгодно убивать, потому что деньги они за это получают. А размножение-то еще никто не остановил. Собаки продолжают размножаться, а значит, есть кого убивать и на чем зарабатывать. Пока решение проблемы не перейдет в правильные руки, она будет оставаться. Да, все верно. Так, Альбина? Ну, во-первых, граждане должны стерилизовать своих животных, это 100%. А государство должно как-то взять на контроль этот момент. Допустим, можно сделать так. Налог платить только на животных, которые не стерилизованы. Все, вопрос будет решаться автоматически. Как член рабочей группы при общественной палате, я не вижу контроля со стороны управления ветеринарии, потому что мы делаем запросы, мы пытаемся там что-то выяснять, а управление ветеринарии даже нам данные никакие не может предоставить. Но вот я сейчас зерно услышала в словах Ансара, действительно. Почему? Потому что действительно полностью вроде руководит этим процессом служба ветеринарии. А почему они их себе не берут? Они сейчас очень хорошо развиваются. Деньги дают муниципалитетам, и дальше уже, да, непонятно. Я обязательно, сразу, вот, когда все выйдут с отпусков, мы поднимем этот вопрос, я его досконально обещаю изучить и поставить. Может быть, человеческий фактор? Может, человеческий фактор. Если только дело в человеческом факторе, то мы обязательно этот вопрос, я думаю, я всех вас приглашу, мы этот вопрос поднимем, потому что зерно я здесь увидела. И, конечно, я не перестану говорить о том, что все равно мы сами в ответе за тех, кого приучили. Уважаемые гости, большое вам спасибо за предметно, откровенный и, главное, честный разговор. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Руслан, смотри, вот самое эмоциональное в этом законе про животных, вот следующая строчка, на мой взгляд, отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания. Вот прям как к человеку. Слушай, мы же понимаем, что все-таки собака – это не человек. А да? это написано и в если, законе. мало что там написано. И если там бесхозное животное представляет опасность для окружающих, то его нужно, как бы это помягче выразиться, утилизировать нужно. И вообще, я не понимаю, зачем неограниченное время держать собаку в приюте? Вот зачем? С этим я с тобой тоже согласна. Это же тоже вот пожизненная тюрьма, это же тоже негуманно. Слушай, вот для себя я сегодня из обсуждения сделал четкий вывод, да, что у нас в этой сфере бардак. И надо законодательство ужесточать, как в плане бесхозных животных, чисто для общественной безопасности, да, так и в отношении владельцев домашних собак для повышения их ответственности. Но белых пятен полно, да, давайте сначала исполним тот закон, который написали, а потом уже будем действовать по поправкам. Слушай, вот закон, он изначально был мертворожденный, он еще не успел родиться, а его как кутенка уже утопили в ведре, этот закон. Руслан, это просто великолепная метафора. Это правда слово. жизни. Как собак нерезанных, собаки собачья смерть, пес смердячий. Зарыли как собаку, собачья работа. Ну и где здесь в русском культурном коде про гуманное отношение к животным? Это уже потом нравы смягчились, и от каштанки и Муму мы пришли в новейшее время к Мухтару, Рессе и белому Биму «Черное ухо». Теперь человек собаки друг, это знают все вокруг. Только вот знать и соблюдать, честно говоря, это две большие разницы.